Вот уже прошло 3 года со дня нашей последней встречи. Мне неплохо. Я спокойна и чувствую себя уверенно. Не знаю, счастлива ли только. Хотя, наверное, счастлива, потому что у меня растет сын. Это наш сын. Я думаю, что это ничего не меняет в наших отношениях. Мне предстоит командировка в Киев. Если будет такая возможность, я дам тебе телеграмму, и мы встретимся проездом. Здравствуй. Здравствуй. Ну как ты долетела? Ваш самолет задержался. Где это вас носило, о чем я только не передумал? А я уже не надеялась, что ты меня дождешься. Я ждал. О, цветы. Ну, куда мы поедем? Не знаю. Хочешь, махнем на дачу? К дедушке хочу. Что ты? Умер дедушка. Потом и бабушку похоронили. Она, бедная, и неделю не выдержала без него. Теперь я один. Как летит время. Да.
твои кораблики? Кораблики ничего. Строим. А мы по-прежнему увлекаемся стихами. Нет. Ты знаешь, я их вообще никогда не писал. Я их просто сдувал у модных поэтов. Видно. Я лечу людей. И считаю, что с меня этого достаточно. А ты и машину водишь неплохо. О, Может, шофер погиб в тебе? не знаю. Не знаю, какой бы из меня получился шофер, тем более поэт. Но, как утверждают другие, врач я вроде бы неплохой. Кошт, ты счастлив? Трудно сказать. Но у тебя есть все, что ты хотел. Дача в горах, новая машина. Защита диссертации. Любимая работа. А ты, мальчишка, играл в лепешки? Конечно. Смотри. Теперь ты. Ба, ба. А ты не так безнадежен. Ну. Ты знаешь, что в твоей жизни было не так? Что? Меня рядом не было. В этом мы оба. Ты слишком многого хотела. Что же нам делать? Ты о чем? Заира. Я устала. Устала. От писем. Ты мне нужен. Я не могу так, пойми. У меня там работа. Все говорено. Давай подождем еще 3 года, пока ты закончишь институт. М? Ждать. Ждать. Не можешь ждать, тогда переводись. Куда? Ни моря, ни кораблестроительного, Ну что тебе ничего. этот кораблестроительный дался? Ну что? Но почему бы тебе не перебраться ко мне? Поначалу снимем комнату, подыщем работу по специальности. Врачи ведь везде нужны. Так дальше невозможно. Так вот, наобум, сломя голову, ехать неизвестно куда? Нет, это невозможно. А я сейчас хочу много. Даже больше, чем прежде. Жить, любить, камушки бросать. Хочу, чтобы и ты умел это делать. Ты все-таки мало в чем изменилась.
Стой, стой. Подожди, подожди, не торопись. Доброго пути вам, Спасибо. дети мои. Спасибо. Добрый день, дедушка Ходо. О, а ты случайно не внук Тага? Он самый, дедушка Ходо. А, ты смотри, ишачий хвост. А ну, выходи. Выхожу, выхожу. Не туда, дедушка Ходо. Ай, извини. Скажите, а вы нас не возьмете? Как не возьму? Конечно, возьму. Спасибо. Давай ребенка. Спасибо. Вот так. Садитесь. Садитесь, садитесь. Поехали. А помнишь, Кошт, как я тебя на бидарке катал? Конечно, помню. А теперь ты меня покатай. Мальчик или... Мальчик. О, бубуленький, бубуленький. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. А как его зовут? Никак. Как никак? Вот так никак. Чудеса, да и только. Мужчина без имени? Такого не должно быть. Вот и я говорю. Назовем его Алланом. Он предлагает Эдуард, Альберт. У вас в роду когда-нибудь был хороший человек? Да был. Вот и назови мальчика его именем. Я же говорила тебе. Назовем его Аллан. Никогда. Не можете решить? Спросите у старшего. Правильно говорю, Кошт? Правильно. Его я помню вот таким. А куда вы едете? К дедушке. Позвал к себе. Хочет на внука посмотреть. А ты, дедушка Ходо, никак на свадьбу принарядился. Ты когда-нибудь видел, чтобы дедушка Ходо один на свадьбу ходил? К другу бы мне. На душе что-то неспокойно. А что произошло, дедушка Ходо? Буря, говорят, ночью в горах была. А друг мой Дахцы — колхозный садовод. Сад у него старый. Может, ему моя помощь нужна. Все могло случиться. А что могло случиться? Я не знаю. Но когда случится, то будет поздно. Я вам могу сказать, что случилось. Ну, подул ветер, дерево. Вот и вся беда, дедушка Ходо. Плохо, когда человек в беде один. Здравствуй, Дахцы. Здравствуйте. Добрый день, дедушка Дахцы. Здравствуйте. Вот вам друга вашего привез. Спасибо. Проклятый ураган. Это надо же, прямо с корнями. Помнишь, перед войной такой же сильный был, но таких бед не натворил. Стоит ли так переживать? Сад уже сделал свое дело. Давно пора на этом месте новый заложить. Вот и главный садовод сколько лет уже твердит то же самое. А я все еще на что-то надеюсь.
Да, на старость надежды мало. А что теперь, главный? А что главный? На дрова, говорит, пойдут. Вот я и сижу с утра, и топор не могу в руки взять. Да не переживайте, дедушка Дахцы. Тут уж ничего не поделаешь. Не хоронить же их с почестями. Все равно на дрова пойдут. Что он делает? Что случилось, дедушка? Ты ведь человеку боль причиняешь. Я хотел помочь просто. Ишь, помощник выискался. Ишачий хвост. Матрас! Тяпка, за мной! Дядя, угощайся. Спасибо. Нате, дедушка ходил. Молодец. Сада больше нет. Но мы посадим новый. И пусть в этот сад никто не придет с топором. И вот еще что, мой мальчик. Будешь хоронить меня, это же тоже жизнь. Брось мне в могилу семечки старой груши. Пусть я деревом, но буду с вами. И не приведись, чтобы в старом русле искали воду и камней не нашли. В маразм ударились старики. О бессмертии мечтают. В образе старой груши. А ведь помрут, и никто у них в русле и камней-то не отыщет, не то что воду. А старую грушу пустят на дрова, причем сам же Дахцы первый будет греться у огня. А впрочем, они сами знают, что уже никому не нужны. Ты говоришь ужасные вещи, Кошт. Нужен каждый. И каждый должен оставаться в ком-то. Никто не должен умирать. А иначе не стоит жить. Нет, ты неисправима. Думал, хоть в чем-нибудь ты стала другой. Нет, все та же. Вот мы и приехали. Здравствуй, Кошт. Привет. Проходи, располагайся. Все нормально? Угу.
Я на минутку съезжу в магазин, кое-что куплю и машину поставлю. Хорошо? Хорошо. Здравствуй. Богатырское будет пиво. Нарты позавидовали. Ты бы пока не спешила бы с пивом, а узнала бы сначала, что они там замышляют. Она вроде уезжает обратно. Ты была? В чем дело? Твоя любимица. Ты разузнай. И с внуком поговори по-мужски. Чего он тянет? Выучились и хватит. Посмотри, какая осень стоит. Лучшей поры не сыскать для свадьбы. Впору хоть самой замуж выходить. А ты все свои травки сушишь. Ну и ну. Да что это с тобой сегодня? Ай-яй-яй. Вставай. О, Ну что ты хмурый такой, мой мальчик? То ждали, когда она закончит институт. А теперь все сначала. Почему ты не соглашаешься? Поженимся. Тебе дадут открепление. Но ведь есть же положение. Ты инженер, ты везде найдешь себе работу. А почему бы тебе не переехать? Ты уже защитился, окончил аспирантуру. Ей, видите ли, вздумалось бороздить океаны, это ничего. А то, что я потомственный врач, это не в счет. Дед мой, отец я, мы все врачи, понимаешь ты это? Да чего же упрямая девочка?
Ну где ты видел, чтобы осетинка и в морячке? Не женское это дело. В ее возрасте и я была, витала в облаках. А встретила тебя и спустилась с небес. Всю гражданскую и отечественную войну за тобой прошла, по фронтам и госпиталям. Зато семью создала и сохранила. Молчи, старушка. Сами должны разобраться, не маленькие. Порви билет. Слышь, я тебя прошу, порви билет. Не могу. Она завтра улетает. Приехала проститься. Выходит, никто никому не нужен. Никто никого не любит. Неправда. Я люблю тебя. Это я. Тебе. Что бы ты ни забывал. Что случилось? А? Держи. Так, давай сумочку. Так. Возьми фужеры. Снимай пальто. Так. Какие еще указания? Прошу. Садись. За нас, за нашу встречу. Мир и счастье твоему дому. Нашему дому. Тебе хорошо? У тебя уютно. Что с тобой? Тебя будто подменили, пока я ставил машину. Заира, так продолжаться больше не может. Ты там, я здесь. Тебя это всегда устраивало? Мы тебе не мешали. Теперь хочу, чтобы вы мне мешали бы. Что же теперь изменилось? Ты мать моего ребенка. За 3 года написать одно единственное письмо. Слава богу, хоть догадалась фотографии его прислать. Очень красиво мы с тобой выглядим. Угу. Ты всегда думаешь, как ты выглядишь. Я думаю о судьбе моего сына. Я знаю, что такое безотцовщина. Сам у деда своего воспитывался. Сын мой, моя плоть, моя кровь, мое продолжение. Так было испокон веков у нас. Я хочу, чтобы мы были все вместе. Я, мой сын
И ты моя жена. Не жена я тебе. Ну, дорогая, тут ты сама виновата. Я тебе не раз предлагал. Предлагал штамп в паспорте. А я любви хотела. Отношений. Ты знаешь, у нашего народа есть мудрый обычай. Когда невеста переступает порог дома жениха, ее подводят к очагу в знак верности. Современная женщина не лучшая хранительница очага. Что ты знаешь о современной женщине? Я не знаю, как еще с тобой разговаривать. Ну скажи мне, что я должен сделать? Ну что тебя не устраивает? Ну, что ты так горячишься? Я ведь сюда не свою жизнь устраивать приехала. У меня командировка. Проездом. Так, по-моему, называется. Ну хорошо. Что ты собираешься делать дальше? Как что? Жить, работать, растить сына. Строить свои кораблики, как ты говоришь. А может, диссертацию напишу. А еще лучше замуж выйду. У тебя что? Есть кто-то там? Ревность – это хорошо. Есть. Есть. 2 матроса, 3 докера, 4 капитана и всего лишь 1 кандидат наук. Заира, перестань дурачиться. Я же знаю, как тебе должно быть плохо там без меня. Ты все знаешь. Знаешь. Что ты знаешь? Что? Ты стоял у родильного дома с ребенком на руках. Ты искал себе машину. Ты утром встречал сочувственные взгляды сослуживцев и соседок. Ты ждал чуда каждый день, который никогда не придет. Ты все знаешь. Конечно, мне надо было все забыть. Устроиться поудобней. Но я ненормальная. Я так тебя ждала. Я столько раз хотела написать тебе, но я боялась, что ты мне не ответишь. А этого я уже не вынесла бы. Я собирался к тебе приехать после твоего письма, но все откладывал. Что ж ты медлил? Такое не откладывают. Виноват, виноват я. Успокойся. Скажи мне, сколько ты будешь в Киеве? 3 дня. Я к тебе прилечу. Успокойся.